Арменджан, здравствуйте. Здравствуйте, Анна, здравствуйте. Какой вопрос вам часто задают? Часто задаваемый вопрос. Наверное, как ни странно, в последнее время это, ну, когда ты женишься. Я его не буду задавать. Да. Отлично. Так что вы можете сразу Отлично. выдохнуть. Мы с вами больше будем говорить о культуре и о вашем творчестве. Вообще у меня привычка всегда предварительно встречаться со своими героями для интервью и знать о них больше. Так мне легче. Я уже буду знать, какие вопросы конкретно задавать. Но так случилось, что вы были в Гагре, я была в Сухуми, мы не смогли встретиться. А мне нужна была информация о вас. Где же можно узнать об Армении Хачатурян? Помимо того, что вы участвовали в проекте «Один в один» на канале «Россия-1», я решила поискать вас в соцсетях. Начала с Фейсбука. Много пролистала вашу ленту и увидела вас разного. Вот, и вкусы у вас разные, получается. То и политикой интересуетесь, и Comedy Club где-то репостите, и музыка у вас разная, начиная от классики и заканчивая шансоном. Это ваш характер? Это, скорее всего, наверное, стечение какое-то обстоятельств по жизни. Почему от классики и до, или наоборот? Потому что окончил я академический факультет, оперное пение. Поэтому все началось с этого, в принципе. Где окончили? Сначала я поступил в музыкальное училище у нас имени Чичба в Сухуми. Вот. 4 года проучился. После этого я поступил на стажировку при консерватории в колледж имени Чайковского. Там я год стажировался только по специальности. Потом у меня был какой-то период такой затяжной. Вот в течение года был такой пробел небольшой, потому что я думал, надо ли мне это вообще, чем я занимаюсь. То есть, потому что до этого всего я занимался абсолютно другим, к творчеству не имея никакого отношения. Чем, если это не секрет? Ну, это был бизнес, так скажем, сейчас коротко. Занимались материальными какими-то вещами, да, тут да. прям То есть не относилось вообще к творчеству. И как-то, как все получилось вообще, я приехал сюда на какой-то период времени, отдохнуть от всех этих вот забот, от дел по работе. Я уже повторюсь, наверное, мы как-то собирались постоянно здесь с друзьями, мы ходили по кафе, ресторанам. Я просто пел как-то, ну, видно, нравилось мне это с детства, я не знаю. И это дошло до моей мамы, Марины Шамба. Она моя крестная мама, да. И пришла она к нам домой, сказала, что это такое. Он поет, а я вот не слышала, давайте попробуем. И практически меня взяли за шкирку, привезли вот в музыкальное училище, прослушали, и я поступил на академический вокал. А что вы слушали? Какая музыка была вам близка? Вообще эстрадная. То есть я до поступления на академ-вокал я слушал эстрадную музыку, то есть, ну, это в основном Стиви Вандер, Уитни Хьюстон, вот та плеяда, на которой я начал свой творческий путь, так скажем. Это хорошая, качественная эстрада. Да. Как вы приняли классику? Поначалу не понимал. Как это и что, а после года, наверное, обучения вот вошел во вкус как-то. Понравилось и звукоизвлечение, и манера, наверное, поведения на сцене. То есть все это так выглядело аристократично. И как-то вот принял. Классика меняет характер человека, его мировоззрение? Я думаю, что, наверное, не только классика, а вообще, когда соприкасаешься вот с направлением по музыке, оно как-то кардинально меняет и мышление, и отношение к жизни. Вы знаете, одна моя знакомая мне сказала такую вещь, что как у нее
каждый человек ассоциируется с музыкой. Когда она начинает общаться с людьми, у нее в ушах звучит мелодия. И если этот человек агрессивный, она слышит агрессивную музыку где-то фоном. А если этот человек и симпатичный, она слышит либо классику, ну, либо вот какую-то другую легкую музыку. Это феноменально, у вас такое не бывает? У вас ассоциируются люди с музыкой или ситуации с музыкой? У меня ассоциируется вообще человек поющий. Я могу как-то приблизительно определить его характер, его отношение к жизни чисто вот по тембральной окраске. По тембральной окраске и по восприятию вообще в общем музыки и, естественно, ее передачи уже зрителю. Вот так. А так, чтобы ассоциировался каждый человек, ну, наверное, такое возможно. Я бы не исправил. Мы к музыке еще вернемся. Сегодня о ней очень много говорим, будем говорить. После того, как вы окончили музыкальное училище имени Чайковского, так правильно произношу? Колледж, да, простите. при консерватории. Это в Москве? Это в Москве. Затем вы поступаете в Гнесинку. Вот у меня год был перерыв. Вот Да, после я того, размышлял, вы себя надо ли искали. мне, да, надо ли мне А это. почему все-таки решили продолжить дальше? Я понял, что я не могу без этого жить. То есть это настолько уже связано было со мной. И я понимал, что мне это надо. Это как подпитка своего рода вот была, да. И дальше вы поступаете в Гнесинку. Да, после года вот этого пробела я поступаю в Академию имени Гнесиных, также на факультет академическое пение. И 5 лет, целых 5 лет моей жизни. Трудно было поступать? Наверное, нелегко. Отбор был очень огромный, но мне как-то повезло. Я приехал, спел арию. Там потом такой маленький коллоквиум идет по операм, по певцам, которых я знал. Вот. Я спел арию, меня распели прямо в большом зале концертном в Гнесинке. И ко мне подходит декан вот зав кафедрой вокального отделения, и говорит, что ты принят, можешь ехать домой. То есть я прошу просто первый тур. И это для меня было что-то такое, знаете, ошеломляющее, прям какой-то переворот, новые какие-то эмоции, чувства. Вот это для меня, наверное, был один из самых первых успехов в моей жизни. Человек талантлив, у него хороший голос. Наверняка ему нужен хороший наставник, чтобы развиваться дальше. Скажите о ваших наставниках? Да, наверное, все-таки он необходим, наставник, потому что когда ты только соприкасаешься и уже в высшем учебном заведении, то тебя нужно направлять пока. То есть тебя нельзя отпускать в свободное плавание, тебя надо направлять, где-то ограничивать. Вот этим, в принципе, занимались педагоги и по вокалу, и по сценической речи, и по актерскому мастерству. То есть там достаточно большое количество педагогов, которые работали. Какая у вас была оценка по актерскому мастерству? Так, я не помню, но, по-моему, 5. Я почему По-моему, спрашиваю? 5. Потому что вы так хорошо перевоплощались в проекте «Один в один» и предположила, что у вас там наверняка оценка отлично. Скажите, как вы попали на этот проект «Один в один»? На проект вот совершенно случайно. То есть у меня был такой период, когда я отправлял заявку на голос. Вот. То есть я прошел, в принципе, кастинг, а потом стечение обстоятельств какое-то было, что сказали, что я как бы в резерве. Вот. Непонятно по какой причине, но они, в принципе, не объясняют ее. И у меня была такая, можно сказать, депрессия, наверное, грубо будет сказано.
ну, какой-то вот как бы чуть-чуть опустились руки, и да, я вот думаю, надо это, не надо, и стоит ли вообще пробовать еще Один раз вы на обращались всяческие... в голос? Второй Ну, раз несколько тоже. раз, Да, а. второй раз тоже. Но второй раз уже после проекта «Один в один». И как бы так вот у меня состояние было такое непонятное, вялое ко всему к этому, и я уже думал, не хочу никаких проектов, буду просто развиваться сам по себе. И как-то вот позвонил мне друг, говорит, сейчас есть пробел на канале «Россия-1», а они хотят заполнить вот этот пробел. Не хочешь отправить заявку? Я всячески отнекивался, то есть я говорю, нет, никакие проекты я не хочу, все это куплено, все это неправда. В общем, настаивал он очень долго, и я в конечном итоге, конечно, отправил заявку. И буквально вот через некоторое время со мной связались уже редакторы. Заявка это в виде Заявка песни? в виде анкеты. Да, анкета, ну, как бы о себе и песни, видеозаписи, то есть промо-ролики такие, и аудиозаписи, да. Вот я отправил, и какое-то время проходит, и со мной связываются редакция «Россия-1», приглашают меня на кастинг. Сначала был проект «Ну-ка, все вместе». Это вот сейчас новый проект, который, по-моему, второй сезон или третий. То есть я прохожу и на один проект, и на второй проект. То есть я понравился очень, все это даже не обсуждалось как-то. И когда уже совпали съемки, то есть проекта «Ну-ка, все вместе», сначала мы снимали «Один в один» и «Ну-ка, все вместе». То есть я, естественно, меня выбрали «Один в один», так как я отправлял и чумаковскую песню, и, ну, много песен там было и на иностранном языке. И вот после этого меня как-то попросили: давайте на «Один в один», а если успеем отсняться, то тогда уже и на второй проект. И я соглашаюсь, потому что мне было интересно, это какие-то новые ощущения, новые возможности раскрыть себя больше. Сколько шел проект? По времени, ну, если все вместе, наверное, с лета, с августа и по февраль, где-то, наверное, полгода. То есть полгода это было вне экрана, еще были моменты, когда мы общались и по скайпу, и я прилетал в Москву на какие-то вот эти вот все перепевки, распевки, вот. Где-то, в общем, да, в общей сложности. За это время сколько образов вы примерили, пока шел проект? Всего 2 образа получилось, да. Всего 2 Чумаков и образа. Тальков? Чумаков, да, и Тальков. А кто вам ближе по духу, по пению, по стилю, по жанру? Вообще, по моему состоянию такому творческому, конечно, Чумаков ближе. Тальков мне как-то очень сложно было, потому что это совсем другой мир. Это совсем другая история у человека. И причем на Чумакова у меня было не всего, а 2 недели подготовиться, а на Талькова у меня было 3 дня. И 4-й вот генеральная репетиция и съемки. Как это вы был стресс. перевоплощались? Помимо актерского мастерства, это же надо голос подстроить и как-то Да. жесты использовать. Да. Я смотрел, особенно Талькова. Я и фильм посмотрел, и вообще его биографию как-то никогда, в принципе, не читал. Ну, знал общие какие-то характеристики, а мне пришлось посмотреть и фильм, и его вообще образ жизни какой был. Поэтому вот, ну, за 3 дня я просто, наверное, сделал что-то невозможное. Это лично для себя. Память уже не жаль, мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю другим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь в пути. Приходишь, чтобы проститься и снова уйти.
самое главное, у вас была площадка с такой аудиторией на федеральном канале «Россия-1». Это популярный, серьезный канал. Помимо того, что там зрители сидели, это большая сцена с жюри. Какая была там атмосфера? Атмосфера очень достаточно добрая. Чтобы раскрыться, Да, чтобы достаточно чувствовать добрая. себя уверенным в себе. Ну, самое первое, что хочу отметить, это отношение вот всех, кто причастен к проекту. Они были с такой положительной энергетикой, что вот, ну, я думаю, что невозможно было себя чувствовать скованно. То есть все подводилось к тому, что как-то лелеяли, что ли, со всех сторон. Вот такое вот отношение было супер. Творческой конкуренции, интриги, этого не было? Это была Немножечко, честная дружба, немножечко или? было такое, знаете, когда я пришел, там были ребята, которые сказали: зачем ты пришел, нам здесь вообще делать нечего. В этом Было плане, так- наоборот, было признание такое. вашего таланта. Но я на самом деле к этому отношусь так. То есть если кто-то лучше, да, или такого рода что-то, я наоборот всегда с радостью и принимаю это, желаю всего самого прекрасного. А тут были, да, такие моменты, когда некоторые из ребят говорили: нам здесь делать нечего, мы здесь ничего не возьмем. В общем, и получилось так, что каким-то образом я попадаю в финал. Да, вы попадаете в финал. Вы выходите в финал. Я, да, выхожу в финал, занимаю, то есть у моего наставника было 3 финалиста, из которых я у него первый, получается, в финале, а в общем в финале всего было 6 финалистов. Я занимаю 3-е место вот по процентной шкале. Это успех? Я думаю, что это огромный успех. Это, наверное, да, это очень большой успех быть на таком проекте, который изначально создавался только для звезд российской эстрады. Да, это огромный успех. Это Вот я однозначно. смотрела, когда вы пели Чумакова в финале, и жюри вышли на сцену, они подтанцовывали, подпевали. И там несколько раз, я всегда обращаю внимание на видеосъемку, это уже профессиональная, крупным планом режиссер или оператор давали эмоции Иракли Перцхилава. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Знай, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Теперь вы, друзья. Эмоционировали все там. Я, да. наверное, Да. обратила внимание, в основном, потому что он ну, вот грузин по национальности. Музыка вне политики, не было вот каких-то таких Абсолютно. отношений. Он даже радовался, абсолютно, так искренне да. танцевал. Ни разу за все время проекта никогда не затрагивали вообще тему политики. Единственное было вот такое, что он мне сказал: Армен, это так прекрасно, ты, говорит, из Абхазии, а я вот грузин. Вы признаете, что это успех? Это успех, Я конечно. однозначно. Конечно, вы окрылились. Ну, как бы так. Какие были у вас тогда мысли о будущем? Что с вами будет дальше? Вас уже узнавали, у вас был определенный уровень. А может, вы думали, что будут предложения, приглашения на работу? А что дальше было? Ну, я, наверное, отходил от вот этого вот фееричного своего такого вот выступления, наверное. Ну, для меня оно казалось не таким, по тому, как люди на это все отреагировали. Я так понял, что это было фееричным выступлением. И как-то я, наверное, в какой-то был прострации. Вот период времени, это, наверное, месяца 2-3, я был в какой-то... Я вообще не понимал, что происходит, как это вообще возможно, потому что попасть на федеральный канал сейчас это практически невозможно. Просто Без вот. денег, без связи? Или у вас что-то было, или вы что-то вложили? Нет, в ни это? денег, ни связи, нет. Ну, связи есть, но никого ни о чем я не просил, и просто само собой.
И я шел именно на победу. То есть там однозначно, вот единственный момент был, я не знаю, можно это говорить по... Ну ладно, это, наверное, дальше, чем абхазское телевидение. Да, Был такой момент, значит, они переиграли. Условия проекта как бы поменялись в финале. Прям, то есть это онлайн-запись была. Получилось так, что это народный сезон 1 в 1, и они решили раздать пульты в зал. То есть там огромное количество людей сидело. Для голосования? Да, для голосования пульты. Поэтому выводили процентную шкалу вот на экран на сцене. И когда уже пришел момент того, что выбирать победителя, кто в итоге победитель, весь зал, это вот слышали, очень много моих сидело, весь зал кричал «Тальков, Тальков». Когда проходят такие конкурсы, победители, люди, которые достигли, показали, проявили себя хорошо, обычно организаторы вручают либо какие-то подарки, либо запись в студии, либо какому-то продюсеру обращаются. Какой приз был у вас? Или у финалистов, у тройки финалистов. Но и участие в проекте? Не было. В принципе, никакого приза не было. Только единственное, первое место, кто взял, он получил кубок. И вот, наверное, из троих финалистов кто-то должен был выступать на «Новой волне». Вот я помню такое. В итоге «Новая волна» прошла, нас забыли как-то, я не знаю, то ли позвонить, как-то вот прошло вот это все мимо. Должны были выступать на международном конкурсе. С кем-то из звезд российских мы должны были выступать. После проекта 3 месяца вы были в прострации, да, вы это просто купались в славе, достигнутом успехе. Дальше возвращаетесь в реальность, идете дальше. В реальность были предложения, очень много предложений, контракты, там, 3-годичные. Но я вот как-то к этому подошел с опаской. То есть не хотел никаких контрактов, потому что я знал, что это уже зависимость. То есть ты будешь зависим, тебе должны сказать, поехать там выступить, здесь выступить нельзя. А я как-то сам по себе очень свободный человек, поэтому мне это было чуть-чуть некомфортно. И я отказался. А вы не жалеете об этом? Может, эти люди вывели бы вас и может повели бы быть, еще дальше? Был нюанс еще, что представлять другую страну, но я сказал, что я не могу. Потому что надеюсь, не Грузию. Нет. Я сказал, что я не могу, потому что я родился здесь, и мои 5 поколений здесь, в Абхазии, поэтому это моя родина, и я только Абхазия. Как-то вот. Да? Ну, вы потом уехали из Москвы? Не, какое-то время находился, были концерты, очень много было корпоративов после проекта, это же было все нашумевшее такое. И у нас, как обычно, когда кто-то выступает по телевизору, его хотят каждый к себе позвать, и как-то, наверное, вот, видите, кого мы позвали. Даже не важно, как ты поешь, то есть важно, что ты был уже на федеральном канале, и ты выступаешь на каком-то из корпоративов. Потом вы вернулись домой. Да, вернулся. Сейчас чем занимаетесь? Я понимаю, что вы продолжаете петь. Сейчас вот я стал работать в музыкальном училище педагогом. Там, где вы учились когда-то. Какой там потенциал? Есть талантливые? Есть ребята талантливые, и очень хотелось бы их вот выводить на такой уровень, чтобы дальше могли представлять новое поколение ребят, нашу вот республику за пределами. Что вы им преподаете? Вокал? Да, вокал. Академический вокал. Есть мнение у творческих людей, что в Абхазии трудно себя реализовать, поэтому приходится искать другие пути в других странах. Что вы на это скажете? Ой, вообще реализовать себя, я считаю, что трудно везде, где бы ты ни находился, а при огромном желании, наверное, если очень хотеть этого и трудиться, можно реализовывать себя и в Абхазии. Хотя вот, ну, наверное, у нас чуть-чуть не хватает условий просто для артистов. Каких условий? Что нужно для артиста сейчас? Это имеется в виду, чтобы вознаграждение денежное,
Либо, с другой стороны, вот Ну, наверное, в первую очередь отношения и сплоченность какая-то свыше, да, должна быть. И как-то наших ребят, всех, которые непосредственно представляют нашу республику, какая-то должна быть, да, сплоченность, и советоваться, наверное, тоже должны, что для этого надо. Просто как-то получается так, что каждый считает то, что вот это правильно и делает по-своему. А здесь я все-таки считаю, что надо... То есть все эти годы вы были разрознены. Ну, какой-то подъем идет. Это видно, наверное, это сложно. Потому что... Да еще и ковид Да, вмешивается, еще и вот видите, эта в вот планы. пандемия, которая сейчас всех вообще сбила с колеи. Это... Ну, у нас есть объекты культуры, что театр, что филармония, дворцы культуры. В них должна быть жизнь, и наши артисты должны, конечно, выступать на этих сценах. Обязательно. Я считаю, что это обязательно. Сейчас, получается, трудный период в жизни артиста уже, потому что пандемия вносит свои коррективы, да, в жизнь Да. артиста. Творческой деятельности это коснулось особенно вообще. Потому что нет ни выступлений, ни каких-то поездок. То есть много проектов в голове, которые хочется сделать, а не позволяет просто вот это стечение. Талантливые артисты есть в Абхазии, они еще вырастут, Да, однозначно. потенциал есть. Другое дело, какой у них репертуар, какую музыку они несут в люди, о качестве музыки, об абхазских народных песнях давайте поговорим. Что популярно у нас в Абхазии, должно быть популярно, сделать популярным. Такой сложный вопрос. Да, согласна. Я думаю, что народные песни – это само собой. Они должны быть, они должны жить во все времена. Но они популярны вот среди ваших студентов, например? Но у нас направление немножечко академическое, оно идет все-таки больше связано с итальянской музыкой, с русской музыкой, ну и, конечно, народные абхазские, да, песни обязательно, которые звучат в таком вот контексте, как приближенное к академическому. Да. Я слышала, где вы поете песню о скале. Да. Что еще из абхазских? Там минимум было слов, поэтому... Какие вы еще поете песни, абхазские песни, если Вот. даже не народные, но, например, эстрада? Был концерт новогодний, и мы записали песню с Тимуром Тани, с Альдоной Цко, и я втиснулся. Ну, для меня был стресс большой, потому что это много слов, и я боялся, что я не так что-то произнесу. Вот была песня Джансуха Чамагуа, Чан Бзела. Вот мы ее спели, и как-то, я не знаю, вот она вот, видно, прозвучала, потому что выпустили на концерт новогодний. Если бы я не знала бы заранее, что вы хачатурян, мы с вами просто встретились Я бы быстрее. сказал, что вы хачатурба, да? И даже акцент у вас как будто абхазский. Вот что-то вы скажете на абхазском. Это среда, наверное. Ну, год я уже здесь нахожусь так вот, прям год не выезжая, нахожусь год, да. И, конечно, общение со своими друзьями, и все это воспринимается. Вы росли в Гагре. Да, в Гагре. В основном в Гагре. То есть, ну, до войны, до начала войны я закончил 1 класс, и потом нас увезли, я 2-3 класс заканчивал в Москве уже. Потом снова вернулись, уехали, то есть у нас была такая, мама у меня здесь находилась во время войны, вот родители. Отец, к сожалению, не стало отца, вот у меня уже 4 месяца, как его не стало. Он до войны еще уехал в Сочи и там обосновался. Потеря близкого человека – это трагедия, горе. Мы все в жизни когда-то это должны пережить или переживали уже. Музыка в этот момент, когда мы радуемся, мы поем, мы веселимся, а когда нам плохо, музыка в этот период спасает? Спасает. Спасает, потому что вот когда не стало отца и еще не прошло 40 дней,
мне пришлось выступить на корпоративе, потому что я не мог отказаться. Это было в Сочи. И оно как будто все по-другому звучит. То есть эти мысли, это состояние внутреннее. Ну, я как бы понимаю, что человек уходит, но он уходит в какой-то иной мир, и там, наверное, тоже продолжение следует. Поэтому, да, переживал, и было очень нехорошо. Ну, как-то вот. Главное, я сказал, чтобы душа спокойна была. Вот то, что вы верите в то, что есть продолжение жизни, это помогает пережить горе? Ну, помогает не держать, наверное. Потому что, когда ты держишь эту ситуацию, я думаю, никому не хорошо, ни на земле, ни где-то там, вот где это есть. Тем более родному человеку, я думаю, надо отпускать. То есть, конечно, в памяти и в мыслях постоянно присутствует, но надо отпускать ситуацию, нельзя ее держать. Ну, это в любом деле, мне кажется, так. Угу. Вы верующий человек? Да, христианин. А в Меня чем это крестили. выражается? Выражается, я прям не каждую там неделю хожу в церковь, но можно сказать, что достаточно часто я могу пойти в церковь, поставить свечку, помолиться, ну, как я умею, как я представляю это. Люди, которые увлечены музыкой, наверное, у них и другое мышление, другое содержание, так скажем. Мне так видится, по крайней мере, что они могут быть добрее, потому что музыка не может делать человека злым. Нам в последнее время, наверное, не хватает вот такой музыки, которая нас делает добрее. Объясняю почему. Потому что в последнее время звучат мысли, что мы стали ненавидеть друг друга, многое вот этой отрицательной энергии. Я к тому, что, может, нам не хватает вот этой классической музыки, хорошей, духовной, чтобы быть добрее друг к другу. Я вообще музыку, как это ни странно, связываю вот с каким-то космосом. Вот космос, если он существует, это такое что-то бесконечное. Что-то бесконечное, что делает тебя, слушая музыку классическую, слушая хорошего исполнителя, то есть у тебя внутри как будто какая-то перестройка происходит. Только к положительной какой-то вот энергии все идет. Поэтому, да, конечно, без музыки я считаю, что если этого не будет, то это будет тот конец света, про который вообще все говорят. Это жизнь. Все-таки это жизнь, и она нам даже продлевает жизнь. Что не хватает культуре Абхазии сегодня? Вопрос емкий, я понимаю. Можно просто делать побольше хороших концертов с хорошими исполнителями. Хотя бы с этого начать. Но, естественно, я понимаю, что это какие-то финансовые еще должны быть вложения в это все. И с этим надо работать. Это должна быть команда такая сплоченная. Я думаю, что она вот собирается, либо собралась. Артист ценится в нашей стране? Артист? Тоже вопрос такой на засыпку. Вы на себе это ощущаете? Не могу сказать, что не ценится, и не могу сказать, что до конца ценится. Вот такое вот двоякое у меня какое-то отношение к этому. Творческому человеку всегда нужно вдохновение. Да. Что вас может правда. вдохновить? Я вам скажу сейчас, что меня может вдохновить. Это можно просто сидеть на берегу моря. Как мы сейчас? Да, как мы сейчас практически. Только не за стеклом, а именно, да, можно сидеть, смотреть на море и на горы. Вот. В основном меня вот это вдохновляет. И еще очень люблю природу. Такую дикую, вот в горы поехать на 2-3 дня. То есть прям набраться такой вот энергетики, такой вселенской, и дальше работать. Вот, да. Завершаем нашу беседу, идем к концу интервью. И у нас в проекте есть такая традиция, я герою программы задаю несколько коротких
вопросов и получаю такие же короткие ответы. Вы готовы? Готов. Когда плакали последний раз? Это было связано вот с тем, когда не стало отца. С кем из великих людей вы хотели бы пообщаться один на один? Я бы пообщался, наверное, с Николаем Носковым. Это еще можно реализовать. Это даже Да. не мечта, а можно это, цель. Да, это цель. Кстати, вы любите цель. Носкова? Носков. Ну как? Мы сейчас могли бы завершить интервью, я бы не знала, что вы любите Носкова, потому что я его поклонница. И его песни никогда не уходят из моего плейлиста, и они никогда не становятся скучными. Он очень такой, очень талантливый, очень такой тонкий. И концерт у него был, когда он в коляске сидел. Это просто, это был переворот просто для меня, потому что он же вот инсульт у него был серьезный, да. И это было что-то. Я слушаю все, но вот что конкретно вы больше предпочитаете? Мне нравится и романс, и ну, практически все. Вот новая песня его «Живой» называется. Живой, Это да. просто... Могу прямо сейчас открыть телефон, показать. Да. Я и снег люблю, Практически свеча весь горела. репертуар его, да. Вы так перевоплощаетесь и умеете копировать голоса. Может быть, вы все-таки Носкова буквально куплетик нельзя? Однообразные мелькают, все с той же болью дни мои, как будто розы опадают и умирают соловьи. Но и она печальна тоже, не приказавшая любовь, и под ее атласной кожей, и под ее атласной кожей бежит отравленная кровь. Браво! Спасибо, Спасибо. спасибо. Вы мне сделали подарок. Я спасибо. люблю Носкова. Поблагодарю вас. Спасибо вам за интервью. Есть вопрос, который вы хотели услышать, но я не задала? Все хорошо. Еще будет программа у нас, я думаю, не первая, не последняя. Мы еще поговорим, еще будет много нового, чего сказать. Что-нибудь на армянском скажете, Арменджан? Что-нибудь на абхазском, на нормен? Что-нибудь на абхазском. Чан бзела абсынра. Чан взяла и табу. И табу.